Проект «Дорога памяти» объединит десятки миллионов фотографий и данных фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, всех, кто своим трудом и ценой жизни приближал победу над врагом. В Ингушетии посредством родственников, музеев и архива удалось собрать данные свыше 11 тысяч участников Великой Отечественной войны. С фотографиями, правда, пришлось посложнее. Их оказалось всего чуть больше 260. Это очень значимый проект. Для нас он тем более значимый. Для нашего малочисленного народа, что наш народ принял такое активное участие в защите Родины от немецко-фашистских захватчиков. Это для нас многого стоит, потому что мы в данное время, можно сказать, мы восстанавливаем ту справедливость, которая должна восторжествовать. На сайте Минобороны запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда каждый, у кого в семейных архивах сохранились фото, вещи и документы участников войны, получит возможность загрузить данные о своих родственниках-фронтовиках. Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными. Зайти в сайт «Дорога памяти». Вот туда вот заходите, нужно опубликовать там, закрепить фотографию. После этого вы там пишете историю, если есть звание, фамилия, имя, отчество, место рождения, дата рождения, дата призыва, каким военкоматом был призван, дата гибели или смерти, сведения о награждениях, каким муниципальным образованием, то есть военным комиссариатом было представлены сведения, и субъект, и фотографии тоже. Каждая из этих фотографий имеет свою ценность и большое значение для нашего народа. Это люди, которые ценой своего здоровья и жизни отстояли мир на земле, поэтому память о них не должна кануть в лету. Мы должны не забывать об участии наших отцов, наших дедов в этой войне. Их подвиги должны быть не забыты и должны быть обнародованы. У нас есть и факты, и архивные справки у нас есть. О некоторых мы запрашивали. Но в большинстве случаев это была очень кровопролитная война, и учет всех безвозвратных потерь вести было невозможно, поэтому некоторые данные приходится искать среди населения. В архивах их просто не бывает. Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства в парке «Патриот» главного храма вооруженных сил. На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». В ней на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников войны. Мемориал посвящен всем основным этапам Великой Отечественной войны. «Дорога памяти» — это 35 мультимедийных залов, новейшие технологии для максимального реалистичного погружения посетителей. «Дорога памяти», словно машина времени, отошлет посетителя на 75 лет назад. Героическая оборона Брестской крепости, блокада Ленинграда, Курская битва, мемориал «Дорога памяти» объединил все страницы истории Великой Отечественной войны. Войны, которая длилась 4 долгих года. Войны, которую нельзя забыть. Войны, которая навсегда останется в памяти. Проект призван объединить соотечественников идеей увековечения памяти всех участников войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы России и приурочен к 75-летию Великой Победы. Поэтому жители Ингушетии просят принять активное участие в этом проекте. Светлана Томова, Магомед Дидигов, Новости 24.